Как мы попали на эту шахту, что она вообще, это вообще трындец. Чувствуется вот эта круговая порука страха. Люди боятся защищать свой город, высказывать точку зрения против имеющегося не режима, а ситуации, как будто бы есть какая-то давлеющая сила со стороны то ли администрации, то ли власть имеющих людей. Всем добрый день, это второй подкаст 7 на 7. У микрофона Максим Поляков, заместитель главного редактора, и сегодня я буду говорить со своими коллегами. Елена, выпускающий редактор. Лена, добрый день. Здравствуйте. Лена читает все тексты, которые выходят у нас на сайте, практически. Да, и все. наши герои, журналист и редактор 7 на 7 в Сыктывкаре Игорь Соколов. Приветствую, Игорь. Всем привет. И бильд-редактор нашего сайта, фотограф Кирилл Шичалин. Кирилл. Привет. Буквально 1,5 месяца назад объявили о закрытии угледобывающего предприятия в городе Инта. Это небольшой город на севере Республики Коми. Раньше там было несколько шахт, осталась одна шахта, и теперь она в скором времени закроется. Игорь и Кирилл совершенно недавно вернулись из командировки в Инту и подготовили большой лонгрид о том, как живет моногород после известия о закрытии предприятия. Первый вопрос к вам, ребята. Расскажите, каким вы увидели этот город? Что из себя представляет Инта сейчас? Мне он показался компактным и даже комфортабельным городом, где не очень много людей, очень все интересно с архитектурной точки зрения. Что ты имеешь в виду? Там все построено как будто бы, не как будто бы, а в советские времена, и как будто это все застыло во времени. Панельки, кирпичные многоэтажки, причем без балконов. Это такая особенность. Вот так. И, Кирилл, ты что увидел? Да, когда мы приехали туда, первым делом, что мне показалось, это какая-то локация консервной банки Советского Союза конца, может быть, конец 80-х, начало 90-х. Это такой прям Советский Союз, консервная банка, декорации для фильма, потому что вот законсервированное время, единственное, что отличало этот город, чем меня поразил, наверное, это чистотой. То есть это город очень-очень чистый. Аналогов в Сыктывкаре я такого не могу, в Республике Коми не могу представить. Я во всех городах крупных был в Республике Коми. И в топе чистоты это, наверное, самый чистый город. А в чем причина, ты как думаешь? Причина этому, наверное, трудоустройство, потому что очень многие люди работают в сфере благоустройства. И вторая — это отношение граждан к своему собственному городу. Поэтому, наверное, они более-менее так вот радеют за него, любят. Чувствуют, что этот город любят. В отличие, например, от многих других городов Республики Коми, в которых люди зарабатывают. Или просто сосуществуют. А в Инте есть любовь к городу, это чувствуется. То есть тебе есть с чем сравнить? Ты много по республике Да, я был ездил? во всех крупных городах Республики Коми, поэтому могу сказать, да, что Это самое чистое. Да, это правда самое чистое, да. Да, мы еще были в то время, когда там было тепло, солнечно, и город оставил очень позитивные впечатления. Очень красиво там. Но при всем этом в городе нет, вот что бы я выделил, свежих строек, да, то есть мы въезжаем на территорию административного центра Республики Коми, город Сыктывкар, мы видим огромное количество кранов, а кран — это символ экономики города, то есть город растет, есть движение, люди покупают недвижимость, строятся здания для сферы услуг. В Инте такого нет. Мы, когда гуляли с Игорем по этому городу, видели один, не сказать, что долгострой, но строящийся объект. Видимо, по всем местам будет торговый центр. Для города, который столько лет существует, это первая стройка, это фантастика просто. Это опять же говорит о какой-то замороженности этого города. Раньше в Инте было несколько шахт, и там жило, по-моему, в 2 раза больше людей, чем сейчас на данный момент. И поэтому, естественно, что там, когда люди уезжают, строить новые дома бессмысленно. Зато есть смысл строить торговый центр, да? Да, вот это такой парадокс, да. Вы были там летом, я помню, что вы делились впечатлениями, говорили о том, что многие шахтеры, видимо, и многие бюджетники уехали из города в отпуск, и вы мало людей, в принципе, там видели. Что это были за люди, которых вы встречали, где они работают, что они вам говорили по поводу последних событий? Мы встречались с разными людьми и разговаривали с людьми на улицах, с чиновниками, с предпринимателями, с работниками бюджетных учреждений, с ветеранами отрасли.
Что они говорили об этом событии? Я поясню, потому что мы в редакции спорили. Кто-то отнесся к закрытию компании «Интауголь», шахты «Интауголь» очень негативно, потому что фактически это означает постепенное, да, умирание города. Кто-то говорил, правильно, что так сделали, потому что уже давно нужно все шахты закрыть, люди не должны жить на севере в таких плохих условиях. Что вам местные жители говорили? Местные жители, мне кажется, они одни. Был даже такой случай фантастический, что один местный житель сказал, не может быть, это что все-таки правда? И ты думаешь, ребята, как так, и вы не знаете об этом? Но многие знали о том, что шахта закрывается, и для них слово одно – шок. Вот они сейчас говорят, это шок, это шок. Потому что это градообразующее предприятие, даже если оно с экономической точки зрения уже не является градообразующим предприятием, но рефлексия людей, которые проживают в этом городе, выстроена на том, что шахта «Интауголь», вернее предприятие «Интауголь» — это главная отрасль, просто стержень, позвоночник города. Поэтому это мощнейший удар. То есть город сейчас будет, он будет существовать, он не будет парализован. Но идея вот этого города Инты с отраслью, с предприятием «Интауголь» уже вот как главным, это все. Этого не будет. Ну, то есть и герб Инты с этой вышкой, да, со звездой уже... С шахтной. Да. Если только рассматривать как традиция, что здесь когда-то это было, да, наверное, это только так, потому что уже будущего у шахт нет, потому что мы с Игорем были на территории, разговаривали с сотрудниками шахты, которые прямо говорили, что шахта нерентабельна. Это не вранье. Я, по крайней мере, этим людям верю, потому что они, как я понял, имеет непосредственное дело с документацией. Ну хорошо, то есть нехорошо, что шахта закрылась, но шахта закрылась, это факт. А почему вы думаете, почему люди, с которыми вы общались, были оптимисты среди них, да, а почему они думают, что город продолжит жить? Ну, то есть как-то локально, в более меньшем формате, или как? На чем основан их оптимизм? Город примерно 25 тысяч человек, из них 60% говорили, что это пенсионеры, которые стабильно будут получать пенсию. И нам встретился один пенсионер, который говорил, мне плевать на закрытие шахты, я как получал пенсию, так и буду получать, и очень хорошо себя чувствует, занимается спортом пенсионер, и говорил, что мне все равно. И оптимисты были, да, они верили, что город никуда не исчезнет, пусть он и уменьшится по численности, и по налогам, и по экономике, но останется. А с другой стороны, было очень много пессимистов, которые говорили, что раз шахта закрылась, значит и городу и хана, и кирдык наступит, и все разъедутся, и фактически город превратится в поселок городского типа. Они в это верят, и, наверное, даже ждут этого. И причем многие из них в очереди на переселение, 6 тысяч какие-то там, 12 тысяч какие-то. Но они верят в эту программу, хотя она уже закрыта, и у нас на республику выделяется по программе переселения с района Крайнего Севера там 300-500 сертификатов в год. Это они, наверное, сами понимают, что никогда не уедут. Да и у них денег на это нет. Вы во время этой поездки были в администрации города и говорили с чиновниками, которые теперь отвечают за то, чтобы нормальным образом организовать, например, перевод сотрудников, расселение и так далее. Какое у вас впечатление сложилось от общения фактически с кризисным штабом в Инте? Даже не знаю. Вот у них такой систематический подход. Они вроде как представляют и местную власть, и республиканскую власть, и они чувствуют, что у них вот за них спинами стоит государство, которое в принципе может помочь, и в каких-то моментах и помогает сейчас. Но я не уверен, что эти люди тоже верят, что они смогут всех трудоустроить и как-то сохранить всю жизнеспособность города. Я знаю, что несколько шахтеров согласились, несколько десятков даже шахтеров согласились переехать в Воркуту, в соседний, да, самый ближайший город в Республике Коми, и продолжить работу на угольных предприятиях. Для них наверняка это, насколько я понял, образ жизни, да, продолжение профессиональной деятельности. А некоторые, те, кто читали их отзывы, говорили о том, что, ну, ребята, вы шило на мыло меняете, все равно остаетесь на севере в таких очень чудовищных условиях, климатических, да, социальных. Ну, в Инте они привыкли жить в этих климатических условиях. В Воркуте я не думаю, что сильно отличается от этого. Плюс вроде как по зарплате, по соцпакету Воркута уголь намного лучше.
и работа есть. Это, в принципе, некоторые говорили, что будут жить вахтами, то есть останутся в Инте, их семьи останутся в Инте, а сами они будут ездить в Воркуту, работать и возвращаться, наверное. Но это касается только молодых. Там же много людей на шахте, кто вышел на пенсию по льготным там условиям в 45 лет. Их таких много, они, не знаю, просто перестанут работать. Но я не знаю, как они дальше будут жить, на что. Ну, Инта сама по себе прекрасный город, и я помню окрестности эти Инты, и природа там великолепная. Макс, меня немножко даже подзадело так, когда ты сказал, ой, страшные для жизни условия. Ну, чем страшные? Ну, комары разве что, когда... Не, но когда... Другое дело, когда у тебя 9 месяцев в году, я немножко утрирую, зима и мало солнца, все-таки для детей, особенно которые растут в семьях, это не всегда, мягко говоря, хорошо. Вы во время своего путешествия попали на территорию шахты. Как так получилось, что вы туда зашли? Ну, да, наше путешествие. Мы дважды были на шахте. Да, мы дважды были. Вечером и потом на следующий день. Первый день, когда мы приехали, мы сразу же поехали вечером на шахту, и на шахте Игорь встретил женщину, она отвечала за спуск шахтеров вниз. Это открытый доступ, мы подошли прям. Вначале я психологически готовился к громадному количеству блокпостов в системе безопасности и к тому, что мы просто не подойдем. Максимум, что мы снимем, это логотип Интауголь за забором. Да? Поэтому мы и боялись идти дальше. Мы стояли возле этих зданий, фотографировали, снимали людей, разговаривали с ними и не хотели идти дальше, потому что у нас внутреннее было ограничение. Мы знали, что большие гигантские предприятия должны как-то фактически охраняться. Там сложная система безопасности. И я помню ваши сообщения в рабочем чате вы чуть было не спустили в шахту, у нас тоже такой шок был легкий. Это какое-то безумие, потому что во второй день, когда мы уже пришли уже целенаправленно попасть на предприятие, мы зашли, и это была дикость, то, что нас никто не спрашивал, кто мы, откуда мы могли спокойно сходить с камерой, фотографировать. Было ощущение такое, что мы как растворились, как свои сотрудники. И один из сотрудников пошутил, если вы хотите спуститься, вы можете спуститься, сложности в этом нет. То есть нет, там все-таки были люди на территории объекта? На территории объекта, да, объект продолжает работать. Самое парадоксальное то, что 2 посторонних человека находятся на территории пока еще работающего предприятия, ведут со всеми диалоги, фотографируют, и по разговору люди говорят о том, что да, если хотите, там кто-то хочет, пожалуйста, спускайтесь. После того, как ты это сказал, там сразу же повесьте везде замки и все остальное. Так, скажите, там уголь-то добывают еще? На тот момент добывал, но это было последние дни, когда и фактически в середине июля добыча прекратилась. Вот. То есть при вас люди спускались в забой, вы могли с ними Мы как раз попасть. попали на следующий день между 2 сменами, когда одни шахтеры поднимались, другие горняки спускались туда. Да, там очень... Вот я, к сожалению, не сумел снять людей, которые приходят со смены и которые уходят на смену по той простой причине, что мы попали в большую пересменку, там большое количество часов. Но нас проводили в душевые, нас проводили в гардероб, где переодеваются шахтеры. Мы посмотрели их условия труда. Расскажи, как выглядит гардероб, как выглядят душевые? Это советские все-таки? Да, абсолютно. То есть это не модернизированное производство, это не производство не 21 века, это производство, будем говорить, 70-х, 80-х годов 20-го столетия. Ничего там не поменялось. Даже краники есть советские, вентили, которые откручивают горячую холодную воду. Ну там ничего. Мешок с обработкой антигрибковой, душевой, просто открытый мешок, где высыпают порошок. То есть это такая порой нам кажется неописуемая вещь, да, дикая, но там нет технологий 21 века и будущего. Взять, например, Северсталь, воркутинские предприятия, но это уже современные предприятия, чтобы про них не говорили, какие там не говорили про проблемы с шахтами, с том, что там датчики закрываются, это второй вопрос, не эта тема, но это производство хотя бы современной России, да, то есть это стратегическая добыча угля для стали, для производства стали. Здесь же все-таки все какое-то парадоксальное, оно рабочее, оно прекрасное, но я опять же говорю, это консервная банка, мы как будто в тайм-машин, да, мы вернулись в прошлое, мы попали в прошлое. И висят огромные робы грязной одежды шахтеров с нашивками Интауголь, каски. Там есть ламповые, где отдельно выдают фонари. То есть аккумуляторные ламповые, где дают эти дополнительное оборудование для спуска в шахту.
много интересного, фактурного, красивого. Оно визуально очень красиво, мне как фотографу это все нравится, но я понимаю, что это условия работы прошлого. Даже вот так работать, если в российском законодательстве можно так работать, то у меня знак большого вопроса. Тогда надо что-то менять. Потому что так работать это как-то по меньшей мере уже несовременно. Мы же не в 19 веке, как первый. В чем ты считаешь, там условия труда как-то нарушаются? Они не то, что нарушаются, это если шахта была бы рентабельная, наверное, было бы замена оборудования. Все оборудование очень старое, об этом говорят сами сотрудники, это не мой вымысел. Люди сами, шахтеры, говорят, что да, это очень старое оборудование, его нужно модернизировать. Модернизируя оборудование, мы получаем большее количество угля, мы выполняем план. Но экономически, по всей видимости, как я понимаю, это невыгодно, даже если мы поменяем все оборудование. Инвестор не вложит туда денег. Я не думаю. Вот если, будем говорить откровенно, если у меня были финансы, я бы вот так вот просто вот ради интереса тайно приехал посмотреть, куда я хочу инвестировать. Да никогда в жизни я в эту шахту не инвестирую. Потому что я буду знать, что это афера. Именно поэтому инвесторы не нашли. В твоем тексте, Игорь, очень много ты приводишь диалога с людьми, с которыми ты встретился на улице, в магазинах и так далее. Какой самый запоминающийся человек, которого ты там встретил, о чем вы говорили в этот момент? Это вот, наверное, Михаил, который нам в самом начале встретился. Он, наверное, задал ритм всего этого нашего общения дальнейшего. Он был самым колоритным персонажем. Кто он? Где он работает? Что он говорил? Он нигде не работает, он бывший шахтер, на нескольких шахтах проработал, а сейчас даже не знаю, чем занимается, наверное, просто пьет. Да, Михаил это легендарная личность. Мы когда его встретили, я был в шоке. Это невероятно артистичный человек, фактурный, который неустанно шутил, но в этом человеке есть интеллект, и эрудированность, и начитанность огромная, когда он шутит со мной, говорит, расскажите, Михаил, как вы здесь живете, а он говорит, а как мы живем? И цитирует несколько строчек из произведения братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Мы как в Средневековье, говорит. То есть это очень интересно, что человек, будучи алкоголиком и каким-то таким маргинальной личностью, цитирует братьев Стругацких и после этого цитирует Ницше. Ты что, говорит, Кирилл, говорит, до этого с ним мы познакомились, он говорит, ты не знаешь, это же Ницше, стыд и срам, и продолжает дальше шутить, а потом говорит, я знаю Леонида, не Леонид, а известный Герцман. Леонтьев, да. Он из-под Инты. Да, из-под Инты. Да, я же его тоже знаю, он из-под Инты, артист прекрасный. И Мишу знаю, потом так он выражался про Михаила Герцмана. Но фактурно очень интересный. Композитор, да. Из Республики Коми, да, прекрасный, да. Михаил Львович Герцман. То есть он так очень тепло о них отзывался и приятно, и рассказывал какие-то интересные про них истории, как будто бы он участник этой всей дружбы с ними. Хотя даже, может быть, он с ними не дружил, но этот человек настолько эрудирован, что даже прочитав про них что-то, да, он мог это так все перевернуть, и ты веришь ему, что он там был. То есть такая легендарная личность. Это такая еще и журналистская удача найти такого персонажа. Я помню свои впечатления, когда только увидела текст на вычетке Игоря. Я влюбилась в этот текст, буквально с этого фрагмента. Я поняла, что да, там будет очень интересно. Там мощная фактура, да. Meine Mut is the best on Shorst Brundewald. С Михаилом опять что-то стало. Это все смеялась в голос. И не только это. Там несколько фрагментов такие были, очень атмосферные, которые меня погрузили в эту тему, в Инту. Я как будто там ходила и своими глазами это видела. И тоже описание площади вечером. Вы вечером гуляли, да? Несколько мам с колясками, девочка одна на карусели, еще там мальчишки паркурят. И ощущение пустоты. Откуда? Тебе же не с чем сравнить. Ты раньше в Инте не был. Ты не знаешь, как там было раньше. Почему такое впечатление? Это огромное. Это даже был не вечер, это был день. Но огромная площадь. Да. Когда представишь нашу Стефановскую, где там много молодежи, друг друга ходит, много людей, а там практически никого. Да, там пусто. И вечером стало не намного больше. Да, это правда. Конечно, может быть, многие уехали в отпуска, но тем не менее, да, ощущается, что город пустой. Я никогда не забуду это выражение женщины, у которой мы снимали квартиру. И в день, когда мы уже уезжали, она говорила такую фразу: мы с мужем идем по улице, и он мне говорит: смотри, как мало окон горит.
вечернее время в окнах домов, и становится жутко, что город начинает медленно вымирать. Ночью видно, какое реальное число людей, потому что в вечернее время, ну не в ночное время, а в вечернее время, когда темно, рано темнеет, люди включают свет, видно, как говорится, свет города. И ты видишь, что очень много становится темных окон. Город начинает пустеть. А моя личная заметка, которую я заметил, вот такое литературное, если бы я бы писал бы рассказы, имел бы дар писателя, я бы, наверное... Дар рассказчика. Да, я бы написал бы «Город, утопающий в ивах». Интай — это город, утопающий в ивах. Это когда природа медленно, наверное, ест город. То есть ивняк, он начинает заполнять город, прям это чувствуется, что он прям атакует. Он так вот, есть там вот у меня пару фотографий, которые показаны, как вот ивы, прям так их много вокруг города, они просто окружили, а насколько мне известно, раньше с ним даже боролись, рубили его. То есть так, ну... Ну, ты имеешь в виду ведь не деревья, как в средней полосе, да, ивы такие, это ивняк, такой кустарник. Кустарник, да, то есть кустарник, он паразитический кустарник, он влияет на визуальный архитектурный ландшафт города, и он не красит на самом деле его, какой бы он зеленый не был и прекрасный. Вот. Но его там так много, это первый признак того, что природа побеждает. И она съест, она ест. Наш коллега Владимир Прокушев, который посещает заседание суда по делу Гайзера в Москве, сделал репортаж о том, как во время этого суда допрашивали бывшего мэра Сыктывкара Ивана Поздеева. И во время перерыва Гайзер, Чернов, они подозвали Поздеева к тому месту, где они сидят, и стали спрашивать о том, что происходит в регионе. И как раз Поздеев тогда сказал, что вот Интауголь закрыли. И предыдущие руководители нашего региона очень, ну, мягко сказать, ну, они не были рады этому событию. Они, насколько я понимаю, думали, что смогут придумать какой-то способ, чтобы город продолжал жить, чтобы предприятие продолжало это жить. Скажите, вы встречали у местных жителей такое мнение, ощущение, их позицию о том, что это просто несправедливое решение? Может быть, оно экономически оправдано здесь сейчас, но они говорили о том, что, ну, к примеру, не знаю, нас обманули, или не было, или это было просто печаль? Ну, вот когда я общался с одним из чиновников, он сказал такую интересную мысль, что если судить чисто по экономике, то все логично, правильно, убыточное предприятие, приносящее миллиард в год, и это все оплачивает фактически республика. А справедливо-несправедливо – это уже другой вопрос. Да, потому что вот лично, ну, люди, конечно, не будут наговаривать на свой город. Что бы я хотел бы сказать очень важно про Инту, тут два пункта. Первый пункт – это город, люди этого города, они любят этот город. Вот чувствуется огромная любовь граждан этого прекрасного города, как ни крути, как вот он может кому-то нравиться, кому-то не нравится, но любовь в этом городе есть граждан к своему собственному дому, что очень редко вообще, чтобы вот любили город как дом. Там это есть. Но при этом существует так называемая, я не знаю, откуда это вот появилось, не могу сказать, я не историк, не социолог, но чувствуется вот эта какая-то круговая порука страха. Люди боятся говорить, защищать свой город, высказывать точку зрения против имеющегося не режима, а ситуации, как будто бы есть какая-то давлеющая сила со стороны то ли администрации, то ли власть имеющих людей, каких-то сил в городе, что они боятся потерять работу. Они боятся, что их дети могут потерять работу, если они дадут какой-то либо комментарий, свою точку зрения со своими инициалами, именем, фамилией. Есть какой-то страх. Это нездоровый страх. Я не знаю, откуда этот страх взялся, может быть, с исторической точки зрения, какой этот город, это все-таки лагерь. Как он появился, как да. Лагерь, да. Мы должны понимать, что это очень неудобная тема в современной России, но давайте называть все своими именами. Все, что севернее Сыктывкара, надо ставить дополнительно лаг. И Инта это был лагерем. И все-таки, ну, это трагическая, печальная судьба. И вот лично мое ощущение, я очень люблю, мне очень люди очень не понравились, но в то же время они меня очень разочаровали вот тем, что город, который стоит на костях, и огромное количество судеб, поломанных, уничтоженных, убитых. Мне кажется, прошлое, вот эти люди бы, они не простили бы то, как вот страх.
вот именно какие мощные личности в этом городе работали, какие они пришли, и потомки имеют такой страх, это неприятно. К сожалению, это сугубо моя точка зрения, не хотел никого обидеть, но вот перед этим прошлым нельзя бояться, потому что, ну, это какое-то личностное уважение, вот как система в то время НКВДшная молотила, как жерно всех людей того времени кто-то попал, и страх это самый мерзкий, отвратительный проступок, потому что вы уже на краю земли. Вы настолько далеко находитесь, да, вот эти люди настолько далеко уже, что куда уже, как говорится, хочется сказать, хуже может быть. Чего вы боитесь уже? Вы уже на краю земли. Вот ты сейчас очень важную вещь сказала, очень важное наблюдение. Оно, конечно, имеет право на существование. Твое впечатление субъективное, но за ним, мне кажется, очень важный пласт стоит. Текст практически анонимный. Я не помню там ни одной фамилии, наверное, реального человека, с кем вы поговорили, кто бы согласился разговаривать. И это вот, что не персонаж в тексте, то обязательно только имя или вообще безымянный кто-то, даже имен не называли. Казалось бы, да, чего бояться, уже куда хуже-то. Да, уже терять-то нечего, оказывается, еще бояться что-то поделать. И очень жалко. Мне очень, по-человечески, очень жалко их людей, их судьбы, вот их детей, потому что, да, они находятся в таком переломном, город находится в переломном моменте, в исторически переломном моменте. Потому что может случиться то, что город просто может перестать существовать в том привычном ключе, которым воспринимается этот город сейчас. Вот, наверное, вот я вот это бы хотел бы на этом заострить внимание. Наверное, мы уже близки к завершению. Наши друзья и коллеги-журналисты, которые организуют замечательную премию «Редколлегия», когда представляют номинантов, на нее делают картинку и пишут: номинант такой-то, автор такой-то. Время чтения этого текста там 12 минут или 20 минут. Сколько читатели 7/7 потратят времени для того, чтобы прочитать твой текст? Игорь, сколько ты его писал и сколько нужно сейчас времени? Я больше времени потратил, чтобы расшифровать эти все разговоры. Наверное, там пришлось поговорить с 30 людьми, но не все они даже попали в текст. Работал я над ним, наверное, 1,5 недели. Потом еще Кирилл работал с фотографиями, которых было 1500. Вот, а я даже не знаю. Сколько страниц-то в итоге в тексте в Word? Ну, примерно 150. Если не больше. Да. Если не больше, да. Но я бы даже подходила к этому тексту не с точки зрения, сколько страниц и за сколько минут я одну страницу прочитаю. Здесь больше такое осмысленное должно быть чтение, мне кажется. Это как чтение книги на ночь в обстановке такой уютной и уединенной, когда ты можешь подумать над этим текстом. Там есть очень много над чем подумать. Одним словом, мы приглашаем всех читателей 7/7 к нам на сайт, где текст выложен, и вы сможете с ним ознакомиться. Для тех, кто не хочет читать, мы подготовили аудиоверсию этого текста, можно скачать в качестве подкаста, все 15 минут начитаны на диктофон, на звук. Что? И еще хотел бы сказать, Давай, что Кирилл. Инта — это не просто кирпичи и стены, Инта — это люди. Если мои слова могут как-то повлиять на помощь этим людям, я хотел бы обратиться и сказать: помогите, пожалуйста, детям Инты, людям Инты, гражданам Инты, потому что это прекрасные люди, не оставляйте их. Спасибо, ребята, второй подкаст записан. До свидания.